Здравствуйте, меня зовут Рябинкина Ольга, я руководитель Mom's Place, клуба для мам с малышами. И сегодня, как я сказала, мы должны были здесь, готовились, подготовили презентацию, должны были выступать. Поэтому я очень постараюсь донести все, что хотела донести до вас Софья. Клуб Mom's Place — это комфортное пространство для мам с малышами. Для мам, которые не хотят сидеть дома, когда у них родился ребенок, которые не хотят терять этот ритм жизни, который у нас есть. Мы очень ценим ту нежность и атмосферу, которая создается в доме и в семье, но также понимаем, как мамы, у нас 4, и у каждой из нас по 2 детей, мы понимаем, как хочется не выпадать из социальной жизни, не выпадать из ритма и не пропускать мероприятия, которые проходят вокруг. Сейчас у нас 3 пространства в парке Сокольники, в образовательном центре «Гаража» и здесь, в Зиле. Мы работаем в поп-ап формате и в разные дни в разных местах возникаем. Клубы ориентированы на мам с малышами, и наш формат очень легкий. Мы приходим, раскладываемся, обязательно есть детская зона, где можно поиграть и поползать даже самым-самым маленьким. И есть зона какая-то, где проходят занятия, обязательно чаепитие, потому что это приятно посидеть, поболтать с такими же молодыми мамами, потом за чашечкой чая и вкусными печеньками. Летом у нас есть пикниковая история, но пока мы ее практиковали только в гараже, у них очень благоустроенная территория, мы делали пикники, фотосессии, разные мероприятия вот в таком формате, когда мамы сидят, дети рядом ползают, играют, там, спускают воздушные пузыри, мыльные пузыри и, в общем, наслаждаются своим присутствием в этом и своим материнством, что важно. Это вот одна из наших гостей, например. То есть это тоже очень важно понимать, что ребенка куда-то хочется выводить, хочется его наряжать, одеть его как-то красиво и пойти с кем-то познакомить его ровесникам. Далеко не у всех мам есть соседи, с которыми вместе, например, там рожали, да, и потом вместе гуляем с коляской. Да, может быть, это кому-то и не нужно. Расписание у нас самое разнообразное. У нас есть живопись для мам, у нас есть тайм-менеджмент для мам, есть концерты, есть развивающие занятия. Но самое главное, то, что мы место для мам, не для малышей. Нас очень часто спрашивают, а какие у вас развивающие занятия? У нас есть 1 день в неделю, когда мы проводим занятия с детьми. У нас есть чудесная Гая Гаян, это профессиональный педагог-психолог, и она учит мам заниматься с детьми дома. Все остальное время мы выделяем именно мамам, но это то место, куда можно прийти со своим маленьким ребенком, и ему будет не скучно. Наши концерты, они интерактивны, то есть ребенок, он участвует. Это не то, что вы все сели и слушают концерт. Дети очень свободно себя чувствуют. Видите, у нас там ковры, пуфы, игрушки. А когда был, например, концерт чудесной арфистки Анны Ипашинской, она учила их играть на арфе, и это все превратилось в такой веселый интерактив, который очень дорого стоит. А это наши чудесные преподаватели. Собственно, весь наш состав преподавателей, они в основном либо мамы, либо собирающиеся ими стать впоследствии. То есть люди, которые понимают, о чем говорят. Это все очень профессиональные люди. И живопись видео ведут люди, которые профессиональные художники, очень талантливые люди. И тайм-менеджмент также. Handmade, да, это направление, которое очень часто развивается внутри женщины, когда она становится матерью. Очень много созидательной энергии происходит внутри, создается, и куда-то хочется ее направлять. А это наши папы. Мы, конечно, Mom's Place, ну, в смысле, не наши, а вообще папы. Мы, конечно, Mom's Place, но понимаем, что есть еще папы, и им тоже что-то хочется делать. Когда у нас семейные выходные, у нас чаще всего мастерские для пап. Папы пилят, стучат молотками и делают что-то, мастерят что-то со своими малышами. Им это, конечно, нравится гораздо больше, чем сидеть на каких-то занятиях или даже на концертах, так уж, если по чесноку. За семьи приходят очень разные, их очень много, с разным количеством детей, кто-то совсем с малышами, кто-то постарше. И мы рады, в общем, всем, мы стараемся все время менять свой формат, чтобы людям, которые к нам приходят, было интересно. Занятия, у нас есть чудесный партнер, проект «Мама мамам», которые ведут у нас дискуссионный клуб. Это очень популярное направление, как вы можете заметить по фотографиям. Обсуждаем самые злободневные темы. Делать прививки, не делать прививки. Хочу уехать в Азию на зиму, как мне это сделать? Покупать комбинезон Рейма, не знаю, или не покупать. Но то, что обычно вопрос, который возникает у мам. Наша живопись, да, это картина, вот, например, в левом углу, это то, что сделала мама, которая не художница.
Она просто ходит и занимается. Она всегда хотела этим заняться, но у нее не было времени, она ходила на работу. А теперь она родила, и вроде у нее время появилось. И она приходит с ребенком, и ребенку интересно, и она, наконец, занимается тем, чем хотела заняться. А это малыши, которые занимаются с чудесной Гаей Агаян у нас. Мы постараемся все время продумывать какие-то занятия интересные. Вот здесь, например, мы строили город будущего. Это было на День города, собственно, занятие. У нас вход платный на занятия. Мы берем деньги только со взрослых. Дети всегда бесплатные, независимо сколько детей у мамы. Да, это наша жизненная позиция такая. Мы делаем бесплатный вход только в какие-то праздничные дни, День города там, и прочие праздники. Мы стараемся транслировать свою жизненную позицию, вокруг ее как-то распространять. Это вот фотография победителя нашего конкурса «Мам, я умею летать». Это вот такие фотографии есть у всех, я уверена. А мы объявили конкурс с нашим чудесным партнером Суперпуф и, в общем, наслаждались этими фотографиями. И представляете, какое удовольствие смотреть все, что присылают, потому что кто-то специально фотографировался, а кто-то нет. И это действительно очень здорово, то, что люди так подключаются и вовлекаются. Это наш день рождения, нам был 1 год в октябре. Я как человек, который стоит у истоков, помню наши первые праздники в октябре прошлого года, и что там было 20 человек, мы считали это большим успехом, что там за месяц мы собрали. А вот прошел год, да, это мы, и уже много-много народу пришло нас поздравить, и нам это очень приятно. А этот момент во время съемок мы просто везде берем своих детей, и вот в этот момент мой сын задел осветительные приборы, он падал на фотографа. И вот мы получились такие необычные. Спасибо вам большое, мы спасибо вам за поддержку, что ужасно разволновались. Я буду рада ответить на любые вопросы, и мы за то, чтобы распространять идею в массы.